В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Миргуяна Иванова. Более 17 тысяч заявок поступило на участие в льготной сельской ипотеке. На 2020 год федеральный бюджет предусматривает 1 миллиард рублей на финансирование этого направления, что предварительно позволит улучшить жилищные условия более 10 тысяч семей. Отметим, что с этого года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе. Ставка по кредиту составляет до 3% годовых. В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. Предельная величина кредита составит 3 миллиона рублей для всех регионов, кроме Дальнего Востока и Ленинградской области. В них максимальная сумма составит 5 миллионов рублей. Льготный ипотечный кредит может быть предоставлен заемщику на срок не более 25 лет. Якутия может стать пилотным регионом программы полного инновационного цикла «Платформенные решения для комплексного освоения малонаселенных и труднодоступных территорий». Целью данной программы является создание мультимодальных транспортно-логистических систем, автономных транспортной, энергетической, социальной и производственной инфраструктуры, средств управления связи и навигации. Будут объединены как уже использующиеся транспортно-логистические ресурсы, так и сверхлегкая авиация, дирижабли, вездеходные и амфибийный транспорт. Возможность разработки данной программы прорабатывает Совет по приоритету научно-технологического развития, связанной с территорией Российской Федерации на базе Московского авиационного института. Локальная сеть «Единый Булун» появится в этом году в Булунском районе Якутии. Этот пилотный проект по цифровизации должен сократить расходы на спутниковую связь в труднодоступных населенных пунктах. «Единый Булун» предполагает создание локальной сети с помощью установки нескольких Wi-Fi точек. В каждом населенном пункте Булунского района планируется установить станции с интернет-каналом, где пользователи смогут обмениваться данными, минуя спутниковую связь. Также будет обеспечен внутренний документооборот между организациями, заработает внутренний мессенджер. Предполагается, что с помощью единого Булуна будет снижена нагрузка на бюджет района и учреждений. Ожидается, что потребление интернет-трафика через спутник снизится примерно на 80%, тогда как стоимость месячного обслуживания абонента составляет 1500 рублей. Власти Якутии выделили на помощь в виде социальных контрактов малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в этом году 330 миллионов рублей. Средний размер помощи по социальному контракту в Якутии составляет около 180 тысяч рублей. Помощь может быть оказана для покупки и содержания сельскохозяйственных животных, техники, а также покрытия расходов, связанных с выращиванием плодово-ягодных и овощных культур, а также для индивидуальной предпринимательской деятельности. Всего в Якутии в прошлом году социальный контракт заключили более 3500 семей и одиноко проживающих граждан. Компания «Алроса» добыла на Верхнемунском месторождении первый с начала его отработки крупный цветной алмаз. Камень был извлечен в середине февраля из руды кимберлитовой трубки «Заполярная». Прозрачный кристалл имеет переходную форму. Как сообщили в «Алроса», единая сбытовая организация компании в ближайшее время проведет детальный анализ и оценку алмаза. Отметим, что цветные алмазы, из которых создаются бриллианты фантазийных цветов, крайне редко встречаются в природе и поэтому зачастую ценятся в десятки раз выше, чем бесцветные. Берегоукрепительные работы для строительства моста на реке Вилюй потребуют 700 миллионов рублей. Власти Якутии заявили о начале проектирования мостового перехода. В данное время Минприроды России рассматривает заявку. Начало строительства берегоукрепительных сооружений запланировано на 2021 год. Напомним, что объект реализуется за счет средств федерального бюджета. Ориентировочная стоимость строительства – 20 миллиардов рублей. Длина моста через реку Вилюй составит 1 километр 700 метров, длина подходов к нему составит 20 километров. Мост обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.